Сегодня я буду проповедовать на текст из послания к Колоссянам. И давайте представим себе город Колоссы. Когда-то это был богатый, шумный центр. Все торговали, шили одежду, красили ткани. Но ко времени апостола Павла город пришел в упадок. Его затмили такие более удачливые соседи, как Лаодикия и Иераполь. А вдобавок случилось еще землетрясение, которое многое разрушило в городе. И вот в этой обстановке запустения поднималась церковь. Это была очень хорошая такая динамичная церковь. И апостол Павел, когда пишет послание, он говорит: о вашей вере многие знают. Вы очень ревностные последователи Христа. Но эта церковь была атакована различными ложными учениями. Наряду с тем, что церковь поднималась в вере, всегда, когда что-то хорошее начинается или продолжается, что-то нужно сделать, да? Это моя щетина, наверное, да, зацепляла здесь. Да, но я вернусь. И вот в этой обстановке, кстати, апостол Павел, он эту церковь не начинал. Более того, он ни разу в ней не был. Эту церковь начал его соработник Епафрас. И апостол Павел пишет свое послание из тюрьмы. Он сам находится в очень стесненных обстоятельствах, и он пишет это послание. Почему он решил написать это послание? Потому что церковь находилась в опасном состоянии. Как я уже сказал, ее атаковали ереси. Туда пробрались лжеучители, и они говорили христианам: все, что вы знаете о Христе, это хорошо, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Знаете что? Некоторые из них говорили: недостаточно просто веровать во Христа. Нужно еще вот этого не есть, вот этого не есть, вот этого не есть. Нужно соблюдать строгий аскетический образ жизни. То есть они говорили, что Христа недостаточно. Нужно соблюдать закон Моисеев и так далее, и так далее. Другие говорили: да, это хорошо, что вы уверовали во Христа, но знаете что, этого недостаточно. Вам нужно еще более глубокие познания иметь, особенные, это тайное знание. Это не каждому открывать, не каждому, только избранным. И если вы хотите, вы можете быть среди этих избранных. Это очень глубокие тайные знания. Были другие, которые утверждали: да, это хорошо, что вы веруете во Христа, но знаете что? Во Христе нужно достичь особого состояния, чтобы к вам ангелы приходили, чтобы с ангелами вы могли общаться. Но не только приходили, но и уходили. То есть вот были такие учения, такие учители, которые говорили: Христа недостаточно. Это самая древняя, самая первая ересь, которая атаковала церковь. Это первая ересь, ее можно назвать Христос плюс. То есть Христа как бы недостаточно, нужно что-то еще. Но если следовать этому всему, тогда на самом деле это перечеркивает все, что сделал Иисус. Христа более чем достаточно. И к этому нечего добавить. То, что сделал Христос, это совершенная работа, это совершенная жертва, которая искупила каждого человека. К этому нечего добавить, нечего абсолютно. И если бы вы сказали на это аминь, я был бы очень благодарен вам. С тех пор прошло более 2000 лет, но сегодня происходит то же самое. Некоторые христиане, они пытаются к Иисусу что-то еще добавить. И просторы интернета, они это подтверждают. Многие из вас на YouTube заходят, там есть разные очень интересные даже посланники, которые предлагают такие формы, знаете, очень интригующе, все это звучит заманчиво, но все это в ту же категорию Христос плюс. Христос плюс. Это древняя ересь. Некоторые говорят: ваш пастор не очень помазанный. Вот знаешь, я на одного подсел в интернете, он очень помазанный, очень. Даже думаю, что он перемазанный слегка.
Вот его надо слушать. Да. Другие, наоборот, считают, чтобы быть спасенным, нужно выучить Библию наизусть, как учебник, и ходить с ней под мышкой, и всех учить, как надо жить. Вот. И такие люди есть. Это не секрет. Слава Богу, у вас таких нет. Это замечательно. И вот именно это стало причиной написания апостолом Павлом послания к Колоссянам. Он говорит: остановитесь, вы забыли главное. И напоминает им и нам простые, но очень конкретные слова. И давайте их прочитаем. Это послание к Колоссянам, 2 глава, 6 и 7 стих. И вот что говорит апостол Павел в своем послании. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». На самом деле этот текст, он звучит, знаете, как духовный компас, как духовный компас. Не так давно я прочитал новость, во Владивостоке одна женщина вышла на сапе в море. И она вышла одна. Это вообще не рекомендую делать в одиночку, потому что во Владивостоке погода непредсказуемая. Там может очень внезапно опуститься туман. И вот в этот раз она вышла на сапе, и внезапно опустился туман. И она оказалась полностью дезориентирована. Представляете, у нее есть плавсредство, у нее есть весло, есть силы грести, но она не знает куда. Вдруг она будет грести и приплывет прямо в Японию. И неизвестно, рады там ей или нет. То есть, понимаете, когда у тебя все есть, но ты не знаешь, куда двигаться, это очень печальное состояние. Слава Богу, МЧС очень быстро сориентировались, нашли ее, спасли, помогли. Но вот то, о чем говорит апостол Павел, это как компас духовный, компас духовный. Послушайте пересказ современными словами этого текста. Итак, если вы приняли Иисуса Христа как своего Господа, то и живите в единстве с Ним. Пустите в него корни, как дерево, и стройте на нем свою жизнь, как дом на камне. Крепче держитесь веры, которой вас научили, и пусть ваши сердца всегда будут полны благодарности. Вот так этот текст звучит в современном переводе. Я предлагаю разобрать этот текст по 4 шагам, которые Павел описывает для здоровой христианской жизни. И первое, о чем он говорит: как вы приняли Иисуса Господа, так и ходите в Нем. Вот этот греческий глагол «приняли», он стоит в прошедшем времени, как и в русском языке. Это был конкретный момент. Я помню этот момент в моей жизни, я помню даже день. Это было 10 марта 1994 года. Этот день навсегда изменил мою жизнь. То, что со мной произошло, я никогда ничего подобного не переживал. Это полная перемена мыслей, состояния, ощущения, взглядов, полная переоценка. Тогда я сказал: Господи, Иисус Христос, спаси меня и стань моим Господом. Я хочу жить так, как Ты это задумал для меня. Вот. И с того момента вся моя жизнь изменилась. А кто-то из вас помнит, как это произошло с вами? Кто-то помнит, а кто-то не помнит. Знаете, почему некоторые не помнят? Потому что это бывает по-разному. У кого-то конкретный момент, прям вот такой раз, и конкретно человек прям осознал, вдруг это так ярко. А у кого-то постепенно. Очень медленно, постепенно в процессе он начал сначала общаться с кем-то из верующих, потихоньку почитывать Библию, стал посещать собрания. И со временем он вдруг осознал, что он другой человек. Его больше не интересуют те ценности, к которым он раньше стремился. У него меняются ценности, меняются взгляды на жизнь. То есть это и есть покаяние, изменение мышления и образа жизни. У кого-то это ярко происходит, а у кого-то постепенно, но так или иначе, когда это происходит, апостол Павел говорит вот об этом. Если вы приняли Иисуса Христа Господом, как вы это сделали однажды, так и продолжайте в Нем ходить, продолжайте в Нем ходить. Вы Его признали не только Спасителем, но и Господином. И это на самом деле не абстрактная идея, это личное доверие Христу.
личное доверие Христу. Это точно так же, как, знаете, знать, что самолеты летают из Якутска в Москву или, скажем, во Владивосток. Но это само по себе знание, оно не поможет вам оказаться в Москве или во Владивостоке. Знаете, что вам нужно сделать? Купить билет и сесть в этот самолет. То есть довериться этому пилоту, которого вы не видите вообще. Кто там в кабине сидит? Может, там никого нет. Довериться, и тогда вы окажетесь там, куда вы купили этот билет. То есть это довериться Христу, доверить свою жизнь, сказать: Господь, я раньше жил вот так, я вот так понимал, но теперь я хочу жить и поступать так, как Ты этого говоришь. Когда я говорю «Иисус мой Господь», именно это имеется в виду. Значит, я не сам себе выдумываю, как мне поступать и жить. Я стараюсь все делать так, как говорит мой Господь. Моя жизнь мне не принадлежит. Вот в чем весь смысл. И Павел сразу же добавляет: как вы приняли, так и ходите в нем. Глагол «ходите» в оригинале означает непрерывное, повседневное движение. Это не так, что я однажды уверовал и потом дальше пошел жить своей жизнью. Или это не значит, что в воскресенье я здесь красиво пою, прославляю. Кстати, прославление – это удивительная штука. Знаете почему? Потому что я заметил, что оно обладает каким-то магическим действием. И каким же действием оно обладает? Оно обладает вот каким действием. Когда прославление начинается, зал еще не полный. Но когда оно заканчивается, зал наполняется удивительным образом. О, вот какими свойствами мощными обладает прославление. Наполняется. Удивительно. И откуда они все берутся? Прославление так действует. Знаете, это вот ходите в нем, это похоже на дыхание. На дыхание. Никто из нас не живет и не дышит так. Раз вдохнул, достаточно, на неделю хватит. Нет, мы постоянно вдыхаем, выдыхаем, то есть постоянно мы это делаем. Вот точно и так же он и говорит: как вы приняли и однажды сказали: Ты мой Господь, теперь так каждый день живите. Точно так же, как вы дышите. Вот что это значит. Как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Христианство, оно начинается с момента обращения, но этим не заканчивается. Обращение – это рождение, а хождение – это жизнь. Повседневная жизнь, каждый день, каждый день. И вот вопрос: разделяете ли вы спасение и повседневность? Разделяете ли вы это или нет? Если вы приняли Христа как Господа, то Его власть распространяется на все сферы жизни, друзья. Если вы говорите: Христос ваш Господь, это значит, Он Господь ваших финансов. О, как! Да? А я думал, что деньги – это сугубо моя личная сфера. Его господство распространяется на ваши отношения. О, да, но это же мое личное. Но ты же говоришь, что Он твой Господь. На вашу работу, на ваш бизнес, на ваши социальные сети, друзья, на все распространяется Его господство. Вот как жить повседневной жизнью. Вы знаете, у вас в церкви есть несколько блогеров таких, очень активных, и я подписан на них. Мне очень нравится то, что они делают. Юля, вот я слежу за твоим блогом, Марина, я слежу за вашими блогами. Как они очень естественно вплетают туда свою жизнь со Христом. И это настоящее. Они показывают, что я не просто здесь хайп хочу какой-то получить. Они транслируют, какие у них ценности жизненные. Потому что их Господь Иисус. Это на все сферы нашей жизни распространяется, друзья. Как вы приняли Христа, так и ходите в Нем. Ходить в Нем значит каждый день спрашивать: что бы ты сказал, Господь, вот в этой ситуации? Это значит спрашивать: как бы ты поступил, Господь? Это значит: когда ты хочешь, чтобы я проявил твою любовь сегодня? Где и когда? Вы знаете, я
молюсь каждое утро и говорю: Господи, пошли мне сегодня человека, которому я мог бы рассказать о Тебе. И вот не так давно мне позвонил один человек с другого региона и говорит: здравствуйте, я такой-то, такой-то, вот мой знакомый хороший, он попал в трудную жизненную ситуацию, он сейчас находится в доме престарелых. Я не буду всех деталей рассказывать. Просто он говорит: я когда-то ему рассказывал о Христе, он не слушал, но мне кажется, сейчас он готов. Вы не могли бы его посетить? Обычно я с такими вопросами не хочу заниматься, потому что я его спросил, говорю: на сколько процентов этого хочет он и на сколько процентов хотите этого вы? Он говорит: ну, я хочу на 80%, а он, думаю, процентов на 20. Я говорю: хорошо, у меня еще один вопрос. Он знает о том, что я его посещать буду? Вы у него спрашивали? Он говорит: нет. И обычно я такое не ввязываюсь. Не хочется быть навязчивым человеком, не правда ли, да? Но он говорит: но посетите, он слепой, и мне кажется, он сейчас готов, и так далее, и так далее. И знаете, я хотел уже ему сказать окончательное нет, и вдруг я вспомнил: а ты же сегодня утром молился и говорил: Господи, пошли мне человека. И Господь говорит: я тебе посылаю человека, а я говорю: о не, мне условия не подходят. Понимаете, да, что значит ежедневно ходить с Ним, когда Он твой Господь? Аллилуйя, товарищи верующие! Все будет хорошо, я узнавал. Переходим ко второму шагу, о котором говорит апостол Павел. Он говорит: будучи укоренены и утверждены в Нем. То есть, как вы приняли Христа, корни такие толстые, этих сосен. И они вот выходили из-под земли, потом скрывались опять, и так много-много. И сын мой спросил: папа, это что? Это змея? Я говорю: нет, сынок, это корни вот этого дерева. Он говорит: а зачем ему корни? И тогда я ему сказал: посмотри туда наверх, видишь, какая у него крона? Да, видишь, как его ветер пытается гнуть, сломать и повалить, и вот это дерево шатается. Он говорит: да, вижу. Если бы у него не было этих корней, оно бы упало просто. И он говорит: понял? Вы знаете, Писание говорит, Павел говорит: укореняйтесь во Христе. Если вы хотите, чтобы вас не снесло по жизни, укореняйтесь во Христе. Люди укореняются иногда в дуре. Да? Но не вы. Но есть люди такие, может быть, во Владивостоке. Да? Писание говорит: укореняйтесь во Христе, укореняйтесь в Нем. Христианин укоренен во Христе не своими усилиями, а действиями Божьей благодати. Что это значит? Что это значит? Вы знаете, Иисус, Он дает такую иллюстрацию, Он говорит: я есть лоза, а вы ветви. И говорит, ветвь, она не может сама по себе приносить плод. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы ветвь сама плодоносила? Без лозы, без ствола, сама просто, такое напряжение невероятное у нее, и потом еле-еле плод, все еле-еле. Ветвь никогда не напрягается, она пребывает на лозе, и просто, знаете, ветер дует, листья шумят, она вот и так, и потом раз цветочки, завязи, и потом плод. Задача ветви, она просто пребывает на лозе. Она пропускает через себя всю эту энергию, эти жизненные соки, и рождается плод. И вот Писание говорит, что укореняйтесь во Христе, но не своими силами. Верьте, что Христос в вашей жизни делает все, чтобы вы были успешны, чтобы вы процветали и эмоционально, и материально, и физически, во всех сферах жизни. Но без наставления в слове, молитве, без общения с другими христианами, наша вера, она становится поверхностной. Знаете, вот так, верхушечки. Ты сегодня читал Библию? Да, читал. Мне сегодня пришла картинка со стихом из Библии. В социальных сетях я читал. Это не поможет укореняться, не поможет. Духовный рост возможен только во Христе, а не через человеческие усилия, философию или какие-то религиозные обряды или ритуалы. Второе,
Второй образ, он взят, знаете, из архитектуры. Он говорит, будучи укоренены, второй, он говорит, утверждены. Утверждены. Дом, построенный на скале, он выдерживает любой шторм. Иисус об этом сказал, всякий, кто слушает слова мои и исполняет их, он как будто на скале строит свой дом. Как будто на скале строит свой дом. И он говорит, какие бы штормы ни пришли в жизнь этого человека, как бы его ни атаковало, какие бы трудности ни пришли в его жизнь, если он слушает Слово и исполняет его, он стоит на твердом основании. Его невозможно поколебать. Да, это не дает ему гарантию, что он будет жить без трудностей, но это дает гарантию, что он выстоит и все пройдет, и не упадет, и его жизнь не разрушится. И другую сторону он говорит, всякий, кто слушает, оказывается, есть такие, которые слушают, слава Богу, здесь таких нет. Они слушают, но не исполняют. И говорит, тогда они построили дом на песке. И когда начинается наводнение, штормы, ветер, этот дом просто падает, разрушается. Как только трудности начинаются в жизни такого человека, он сразу же падает. Поэтому апостол Павел, он напоминает, наша устойчивость, она не зависит от харизмы проповедника, от каких-то эмоциональных переживаний, от каких-то особенных откровений, от каких-то очень значимых традиций. Она зависит от того, насколько мы слушаем и исполняем Слово Божие. Насколько мы строим свою жизнь на Слове Божьем. И Павел говорит, не меняйте фундамент, оставайтесь укорененными и утвержденными во Христе. Почему? Почему? Потому что стих 9 в этой главе говорит, во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Он говорит, во Христе есть все, что вам необходимо. Есть все, что вам необходимо. Вам нужен Христос. И этого достаточно. Аминь. Укоренение во Христе – это лучшая защита от заблуждения. Часто в церкви борются с заблуждениями. Только одно заблуждение победили, тут второе вылезло. С ним борются, победили, третье вылезло. Говорят, что в некоторых банках там служащих обучают тому, как распознавать подделку. Знаете, как их обучают? Им никогда не дают подделки. Им дают подлинную купюру, которую они должны исследовать вдоль и поперек. И когда они эту подлинную купюру исследуют, они все время с подлинником общаются. Да? Тактильность, визуально. Они смотрят на подлинник, и они настолько хорошо знают подлинную купюру, что как только им фальшивка попадается, они сразу говорят, это не подлинник. Понимаете, да? Потому что фальшивки постоянно меняются. И мастерство фальшивомонетчиков возрастает с каждым годом. И поэтому Писание говорит, в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 32 стих, «И познайте истину, истина сделает вас свободными от всяких заблуждений». От всяких заблуждений. И это истина, это не книга, не свод правил, не магическая какая-то формула. Это истина, это сам Иисус. Он говорит об этом в 14 главе Евангелия от Иоанна, 6 стихом. Он говорит, «Я есть путь, и истина, и жизнь». Познать истину – это не выучить Библию наизусть. Фарисеи, современники Иисуса, были очень религиозные люди. Они знали Писание лучше всех. И были даже книжники, которые не просто знали Писание. Знаете, что они знали? Они знали, в каком ряду, какая буква, в каком слове находится. Знаете, почему была такая точность? Вы можете спросить, а вот в таком-то тексте вот такая-то буква, где она находится? Или вот в этом тексте, в этом слове там какая буква стоит? И они могли вот так досконально сказать, потому что когда свитки ветшали, они их уничтожали. Новые сначала переписывали, потом старые уничтожали. У них не было возможности сравнивать. Это священное писание. И если они уже не используются, они их просто уничтожали. Поэтому они так дотошно подходили. Но это не помогло им увидеть Спасителя. Это не помогло им увидеть истину в лице Христа.
Это не помогло им. Можно очень хорошо знать Писание, но не узнать самого Христа, потому что Христос– это воплощенная истина. И если вы хотите знать истину, вам нужен Христос. Вообще послание к Колоссянам весь фокус на Христа делает. Весь фокус на Христа, потому что в нем вся полнота. В нем вся полнота. И познать Иисуса– это не выучить Библию наизусть. Познать Иисуса– это значит общаться с Ним постоянно, разговаривать с Ним в молитве не как с высшим разумом, а как с самым близким другом. Как с самым близким другом. И молитва– это, знаете как, дорога с двусторонним движением. Молитва– это не просто достал свой огромный пулемет с целой лентой, заряженной нужд своих, и выстрелил: Господи, мне нужно вот это, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, и потом во имя Иисуса, аминь, и пошел. Нет, это не так работает. Он не банкомат, чтобы ты нажал код, и тебе вылетали просто оттуда купюры, если, конечно, они у вас там есть. Он не банкомат, он самый близкий из всех, кто может быть близок к тебе. И общение– это когда ты говоришь и слушаешь. И иногда нужно меньше даже говорить, а больше слушать. Поэтому Бог очень любит, когда люди задают Ему вопросы. Когда у вас возникает какая-то проблема, что вы делаете? Я знаю, что вы делаете. Вы очень духовные люди. Вы сразу же говорите так: Господи, я попал в эту проблему, поэтому покажи мне, почему это со мной произошло и что я должен делать. Так вы молитесь? Вы же не так молитесь, как вот те другие. Сразу: Господи, помоги, избавь меня. Вы же не так молитесь. И вы же не пишете сразу в группу церковную: братья и сестры, помогите, молитесь. И пошли молитвы. Молитвы пошли вот такие. И очень духовные 3 штуки. 3. Это очень духовная молитва поддержки, ходатайственная. 3 молитвы, еще огонь. Вы так не делаете, да? Но если мы говорим, молитва– это движение двустороннее, то не спешите просить: Господи, избавь. Лучше спросите: Господи, а что происходит? И как я должен действовать? И что мне нужно делать? Очень часто бывают так, что проблемы, которые пришли в вашу жизнь, они только для того, чтобы вывести вас на новый уровень. И это не важно, это ваши семейные отношения, это ваши отношения с детьми, или это ваш бизнес, или это ваша работа. Это не важно. Часто проблемы, они приходят в нашу жизнь, чтобы вывести нас на новый уровень. И знаете что? Если вы от них просто отбрыкиваетесь и говорите: Господи, помоги, избавь, вы сами себе закрываете возможности. Ничего не может с вами приключиться, чтобы разрушило вашу жизнь. Поэтому все, что приходит, вы спросите: Господи, что мне нужно делать? Как мне нужно поступать? Что ты хочешь мне сказать? Чему ты хочешь научить? И слушайте, потому что это молитва. Бывают какие-то люди очень неудобные, очень неудобные. Есть удобные люди, а есть неудобные люди. Есть такие у вас люди в жизни? Ну, кто-то честный. Когда неудобные какие-то люди, знаете, хочется от них просто избавиться. Господи, избавь меня от этого. Лучше спросите: Господи, почему я соприкасаюсь с этим человеком в жизни? Что ты хочешь сделать? Может быть, через меня или через мои ресурсы? Понимаете, да? Поэтому общение– это дорога с двусторонним движением. Вникать, читать Писание как письмо, которое адресовано лично тебе. И не просто кем-то написано, а любящим отцом. Вот попробуйте вот так читать Писание. Когда вы открываете, помолитесь и скажите: Отец мой, спасибо тебе, что ты написал это для меня. И начинайте читать, что ты хочешь мне сказать. Пусть оно будет личным. Только так оно работает по-настоящему. Когда вы воспринимаете его как личным, как личное. Не так, что: жалко, сейчас моя жена этого не видит, это для нее.
Аминь. И третье, доверять. Как познавать Иисуса? Доверять. В сложной ситуации не бежать сразу за психологическими техниками, чтобы проработать проблему. Это сегодня так модно, да? У меня детская травма. Я пойду заплачу психологу, чтобы он мою травму проработал. Вы знаете, в одной церкви пастор жалуется другому пастору. Он говорит: ты знаешь, что мне так сложно с некоторыми людьми в церкви, потому что они пришли из других разных церквей, и они все такие раненые. А этот пастор, которому он жаловался, он такой, знаете, такой радикальный. И он говорит: да они не раненые, они добиты. Можно ходить со своими ранами годами, но Писание говорит, ранами Христа вы исцелились. Когда вы все время думаете о том, что вам чего-то не додали, вас в чем-то обделили, вас ранили с детства, это постоянный синдром жертвы. Но жертва Христос, ее достаточно. Не нужно на себя это натягивать. Нужно сказать: Господь, я Тебя благодарю, что Ты меня исцелил от всех ран. Нужно научиться принимать любовь Небесного Отца. Это исцеляет сердце. Понимаете, да? Нет, но если у вас, конечно, есть желание и деньги, вы можете и к психологам ходить. Они часто помогают, правда, правда. Но лучше, чем это делает Христос, никто не может сделать. Никто не может сделать этого. А это все через доверие Ему. Кто-то говорит: у меня такие трудные отношения с моей мамой или с моей папой. Они мне когда-то там что-то сделали в детстве. А Христос говорит: сегодня поезжай к ним, купи пакет продуктов самых хороших. Приедь и скажи: родители дорогие, я вас так люблю. Проведи с ними время. Не, ну у меня травма, мне трудно преодолеть этот барьер. Тебе нужно быть послушным просто. Тому, что тебе говорит Господь. Люби их. А как я их могу любить? Знаешь, как любить? Любовь – это даже не заповедь, это принцип. Заповедь «не убей». Это конкретно «не убей». А любовь – это принцип. И поэтому любить ты можешь как угодно, разными способами. Тысячи возможностей. Можешь написать сообщение. Можешь приехать лично, можешь позвонить, можешь обнять, можешь поднять, можешь денег дать. Любить можно как угодно, это принцип. Аминь. Аллилуйя, товарищи верующие. Поэтому, если говорить о доверии, то в сложной ситуации не бегите сразу куда-то. Просто скажите: Иисус, Ты истина. Что мне делать и как мне поступать? И когда вы проводите много времени с Иисусом, ваше духовное чутье, оно настраивается. Настраивается. Вы как будто с этим подлинником работаете с купюрой. И как только что-то не то, вы сразу это чувствуете. Вам не надо много говорить и аргументировать. Когда вы постоянно с подлинником работаете, вы сразу знаете, как только фальшивка попадается, вы сразу знаете, что это такое. Вам не нужно анализировать сотни лжеучений. Вы просто сравниваете их с живой истиной Иисусом. И несовпадение, оно становится очевидным. Иисус – это не просто то, во что мы верим, это тот, с кем мы живем. И чем крепче наша связь с Ним, тем очевиднее кажутся подделки. Я перехожу уже к третьему шагу, вижу, что вы уже устали. Вы сидите и думаете: заканчивай. Нет? Ну тогда я вам еще максимум удовольствия доставлю. Третий шаг. И укреплены в вере, как вы научены в ней. Глаголы «ходите», «укореняйтесь», «растите», «преуспевайте» показывают, что вера – это не статичное состояние, это постоянное движение вперед. Вера – это не статичное состояние, постоянное движение вперед. И как укрепляться в вере? Павел дает конкретные рекомендации. Он говорит: как вы научены. Зрелая вера, она питается Словом Божьим, а не баснями человеческими.
Вот люди рассказывают басни друг другу, и на этом строится их вера. Вы слышали такие басни? А? Все будет плохо. Ты откуда знаешь? Люди говорят. А Библия говорит, все будет хорошо. Римлянам 10 глава 17 стих говорит, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Зрелая вера, она питается Словом Божьим, а не баснями человеческими. Если вы хотите укрепиться в вере, вам нужно быть учеником Христа, не случайным слушателем, а систематически наставляемым в Слове. А что значит быть учеником? Сегодня это слово, оно свелось до аудитории. То есть ученик – это тот, который сидит в аудитории, слушает того, кто его учит, и вот он ученик. Но что имел в виду Иисус, когда он говорит об ученике? Что он имел в виду? Он говорит совершенно о другом. Ученик – это подмастерье. А что это значит? Это значит, что есть мастер также. Человек приходит к этому мастеру, чтобы стать учеником. И как это происходит? Пастор Олег, можно тебя попросить, поможешь мне? Я тебя давно знаю, поэтому тебя не боюсь. Давай вот сюда, отойдем вот сюда. Вы знаете, кто из вас знает, что я резчик по дереву? Кто не знает? Вот, Семен Смарин знает. Я научился этому однажды. Знаете, как я научился? Я встретил мужчину, который был мастером резьбы по дереву. И я ему сказал, научи меня, научи меня. Он говорит, хорошо, приходи в мастерскую. И я каждый день стал приходить к нему в мастерскую. Для чего я туда приходил? Чтобы научиться резьбе по дереву. Знаете, как это происходило? Знаете, как это происходило? Вот представьте, пастор Олег это ученик, который пришел к мастеру. А я строгий такой, знаешь, мастер. Что, хочешь научиться? А? Хочешь, да? Хорошо, сначала заготовки делай. Вот на тебе доску, ее надо строгать и шлифовать. Строгай, сначала строгай. Нет, не так. Ты нож, рубанка, видишь, как сильно торчит, и поэтому у тебя стружка такая мощная. Надо нож, чуть-чуть зазорчик поменьше. Давай, вот так, все, давай, теперь строгай. О, молодец, молодец. Но без фанатизма, не протри до дыр. На тебе наждачку, теперь шлифуй, давай, шлифуй. Так, крупной достаточно, теперь бери наждачку помельче, шлифуй. Во, молодец. Когда она будет гладенькая, как щека любимой твоей жены, подойдешь, мне покажешь. И вот он ее шлифует, пробует. Не, у моей жены щечки глаже, еще надо. И он шлифует. И когда он сделал все, приходит ко мне, говорит, вот заготовка, я беру, посмотрел, ну, молодец. Теперь мы с тобой должны научиться рисунок наносить, узор наносить, да? Давай, вот циркуль бери, давай теперь круг делай. Дружище, это что за круг? Это такой огромный круг, что у тебя весь узор будет один круг. Поменьше, немножечко, вот так, примерно рассчитывай. Здесь должно быть такое, да. О, молодец. Теперь линеечкой черти, так, теперь так, черти. О, молодец. О, какой красавчик. Что, по геометрии хорошо в школе учился, да? Молодец. Плохо учился? А то я вижу, чертишь непонятно что. И знаете, и вот это каждый день, что-то происходит, каждый день. И вот наступает момент, когда он доверяет мне инструмент, чтобы резать, резак. Дает инструмент, на, давай, теперь вырезай. А знаете что? Подожди, не гони лошадей. Я каждый день смотрел, как он режет. Он уже устал, представляете? Я каждый день видел, напрягся, да, брат? Ничего. Ты станешь мастером. Я каждый день видел, как он режет. И он, знаете, так, когда прорежет все, потом только щелк, и у него вылетают просто. Вырезанные части просто вылетают. И я так хотел быстрее, чтобы у меня щелкало все это дело. И вот дает резак, и давай, режь, давай, режь. Ты же не режешь, а ковыряешь. Прорезай глубже. Вот так глубже. О, сломал инструмент. О, молодой, дури еще много.
Да сейчас уже возраст, дури уже нет, маразма еще нет, да? И знаете что? Сломал инструмент. И мастер говорит, теперь я должен научить тебя делать инструмент. Давай, вот берем металл вот этот, это высокоуглеродистая сталь, поэтому ее нельзя пережечь на точильном станке. Давай, точи, градус выдерживай на станке, точи, вот так градус. О, все, пережег, видишь, посинело, все, выбрасывай. Следующую берем заготовку, давай. Аккуратней, чтобы не пережечь, как только она нагревает, сразу воду, видишь, баночка, макай воду, видишь, шипит, остыла, дальше, так, все. Так, точи. Молодец. Во, все, теперь все, сточил. Теперь нужно фаску вывести, фаску. Давай, вот об эту наждачку давай. И делай. Ты потом раз, все, готово. Ну-ка, как волосы бреет, ну-ка. Бреет волосы, отлично. Теперь давай, режь. И он начинает резать. И знаете, со временем, ох ты, вот молодец, уже раз вылетают, как у мастера вылетают. И однажды, знаете, что он мне сказал? Он меня ошарашил. Он наблюдал за мной, и однажды он мне говорит, так, у нас поступил заказ шкатулка из красного дерева. А у нас красного дерева очень мало, это такой дефицитный товар. И он мне сказал делать из красного дерева, а оно хрупкое, знаете, там просто так не вылетает, там нужно очень аккуратно все это делать. И вот я начинаю делать, с трясущимися руками начинаю делать. И знаете что, там не просто нужно все это вырезать, нужно склеить форму, там вырезать. Потом еще нужно сделать специальные шарниры из медной пластинки шарниры. Не делал никогда? А вот же ж, давай делай. Вот делает он медные шарниры, все их прикрутил маленькими шурупчиками. Потом нужно внутри все бархатом оклеить, красным. Вот так, молодец. И наступил момент, когда я закончил работу, покрыл все лаком и приношу ему, показываю. Он посмотрел, говорит, ну, конечно, видно косячки, видно. Но он говорит, но это видно только мне. Они это не увидят. И знаете что? И он сказал мне тогда, говорит, молодец. И тогда я понял, что я стал мастером. Больше он меня не учил, он мне просто давал заказы. Я стал мастером. Знаете, что такое быть учеником Христа? Это значит постоянно с Ним ходить, постоянно с Ним общаться, постоянно у Него спрашивать, у Него учиться, постоянно пребывать с Ним. И знаете, какая цель? Он говорит, всякий усовершенствовавшись станет как учитель Его. Понимаете, в чем цель ученичества? Не просто в аудитории сидеть и получить знания. Это жить со Христом, чтобы все больше и больше становиться похожим на Него. Вот пастор Олег уже намного больше похож на Христа, чем раньше, да? Не как тот брат, который говорит, я уже все полностью похож на Христа. А с чего ты такое решил? Да я, говорит, утром ехал на работу и в автобус лезу, он полный. И одна женщина смотрит на меня и говорит, Господи, да куда ж ты прешь? Узнают, да? Но пастор Олег не так, он... Спасибо, дорогой тебе, спасибо. И вот хождение со Христом, становление учеником, это не магический скачок какой-то, это постоянное хождение с Ним. Как вы приняли Христа, так и ходите с Ним. Аминь. И, наконец, я к 4 шагу перехожу. Преуспевая в ней с благодарением, вере. Вы научены вере, будучи укорены и утверждены в нем, преуспевая в ней с благодарением. И благодарность в библейском смысле это не такой вот, знаете, наивный оптимизм. Да, за все благодарю. Это не такой наивный оптимизм, это не попытка улыбаться сквозь боль. Это реакция сердца на благодать. Когда мы понимаем, что спасены не нашими заслугами, что Христос уже одержал победу над грехом и смертью, что Отец нас никогда не оставит в нужде, тогда наше сердце становится благодарным, и благодарность становится неотъемлемой частью нашей жизни. И Павел связывает преуспевание в вере именно с благодарением. Почему? Потому что благодарность, она разрушает дух жалости к себе. Вот этот дух жалости к себе, это такой противный дух, такое состояние. Вот человек сам себя мучает, когда он принял этот дух жалости к себе. Он сам себя мучает. Благодарность, она делает нас устойчивыми в испытаниях.
мы помним, кто с нами. И мы в любых обстоятельствах находим, за что поблагодарить. Есть в истории есть такая женщина, Кори Тен Бум, она была из Нидерландов, и она во время Второй мировой войны спасала евреев у себя в доме. Они сделали фальш-стену, и там они скрывали евреев. Там это обнаружили нацисты, и их с сестрой посадили в концлагерь. И они там в концлагере пребывали, и знаете что, ее сестра, которая не дожила буквально несколько дней до освобождения из концлагеря, ее звали Бетси, и она всегда благодарила, она была всегда благодарная. И однажды она сказала: Кори, давай поблагодарим Бога за вшей, которые нас кусают каждый день. Это же барак, концлагерь, там грязь, там вши. И Кори, она, знаете, даже рассердилась на нее и сказала: как можно благодарить за вшей? И тогда Бетси сказала ей: знаешь, благодаря этим благодаря этим вшам нацисты не хотят заходить в наш барак. Понимаете, да? Мы можем всегда увидеть, за что мы можем благодарить Господа. И Писание говорит, первое послание Фессалоникийцам 5:18: за все благодарите. Это не призыв радоваться греху или злу. Это призыв видеть руку Божию даже в проблемах. Почему? Потому что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Аминь. Можно выйти и играть? Я буду заканчивать проповедь. Вы знаете, послание к Колоссянам, и вот этот текст, 2 глава, 6-7 стих, это не список правил, а описание живой связи. Описание живой связи со Христом. Посмотрите, какая последовательность. Приняли, это момент обращения. Ходите, это повседневная жизнь. Укоренены и утверждены, это глубина и устойчивость. Укрепление в вере, это рост через слово. И преуспевайте с благодарением. Это атмосфера зрелости. Зрелость – это значит достигнуть способности плодоносить. Только зрелое приносит плоды. Аминь. Все начинается и заканчивается во Христе. И мы не стараемся стать укорененными, чтобы Христос нас принял. Мы уже приняты, и поэтому укореняемся. Да? Мы не благодарим, чтобы заслужить благодать. Мы благодарим, потому что благодать уже дана. Уже дана. Когда вы благодарите, вы ведете себя как человек имеющий. А имеющему написано: дано будет и приумножится. Аминь. Это замечательная новость. И возможно, кто-то сегодня чувствует, что ваши корни подсохли. Вот что-то как-то суховато. Иногда это описывают так, как будто я прохожу какую-то пустыню. Да, у нас разные состояния бывают. И это нормально, потому что мы люди. Мы люди. Возможно, вы устали эмоционально, физически. Возможно, ваша вера шатается. Возможно, благодарность исчезла под грузом тревог. Вы все время сосредоточены на проблемах. И когда вам говорят: благодари Бога, вы думаете: какой благодарить, если в тебе мои проблемы? Может быть, вы сейчас что-то подобное испытываете? Послушайте благую весть для вас. Христос не требует от вас совершенства. Он не требует от вас совершенства. Он предлагает вам самого себя. Что это значит, предлагать самого себя? Он говорит: придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Возьмите иго мое и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Да, Господи, но я не кроток, я не смиренный человек. Приди ко мне, давай вместе со мной. Знаете, что значит взять иго? Иго – это то, что использовали для упряжки волов. Специальный хомут деревянный, который запрягали волов. И когда хозяин хотел молодого вола обучить, как двигаться в упряжке, он запрягал его со старым, очень опытным волом.
Понимаете, да? И этот молодой, он еще не знает, что делать и как делать. Он где-то тут сразу рвет силы свои, хочет показать. А старый волк говорит, тормози, здесь не надо так рвать. А где молодой начинает тормозить, он говорит, так, теперь поднатужься. И очень быстро молодой вол обучался. И там, где молодой вол не мог, у него не хватало силы, старый опытный вол вытягивал эту повозку. Знаешь, что Иисус говорит? Он не говорит тебе, становись совершенным, исполняй все заповеди. Он говорит, ходи со мной, впрягайся со мной. И тогда ты познаешь, что такое покой твоей душе. Научись со мной ходить. Тогда ты увидишь и научишься, что значит быть кротким и смиренным сердцем. Он не предлагает нам какие-то недостижимые идеалы, Он предлагает нам себя. Вот благая весть в чем. Брат, сестра, это для тебя. Представляешь, что Он тебе предлагает? Иисус – это все, что нам нужно.